Вот. Есть такой фонд «Добрый город» в Ухте. Там непонятно, это приют или что они там делают. Но у них в приюте 300 собак. Вот. Некоторые представители этого фонда недавно были в моем маленьком поселке. Одна женщина такая в моем поселке написала им донос на меня. Дескать, я взял собаку из приютов у них. Ну, взял полгода назад. Посадил ее зачем-то в подвал. Не кормил, не давал воды, бил. Ну, что там еще я делал с ней, не помню. В общем, и приехали эти представители фонда. Они не знали, что я брал-то не у них, а в этом Сосногорске, другой фонд. Ну, они все дружат там, все одним делом занимаются, вот таким благотворительным, ну, как они говорят. И, значит, эти ухтинские на джипе крутом, такой классная машина, конечно, большая такая, приехали 4. Инспектор, девушка там была, махала этим. Но меня дома не было в это время, я был в магазине. Собака у меня была, вот знаете, так, с первого этажа идет на второй этаж лестницы, и там кладовочки такие. Ну, это дом 60-го года постройки. И там дверь есть. Вот. И собака там на ночь закрывается. Весь день она находится на улице. Вот никакого подвала у меня нету вообще. Весь день собака находится на улице на длинном поводке 10-метровом. Ну, мы с ней погуляли. Я ее оставил, ну, поводок на забор, на штакетину, значит, прицепил и пошел по делам. В магазин не надо было. Вот прихожу с магазина, у меня полон двор. Там и вот эта женщина больная подошла, местная жительница. И они на меня... собаку выволокли они из этой вот, из-под лестницы. И привязали ее к столбу. Ну, не перецепили, а вот просто привязали ее к столбу, чтобы она не имела возможности передвигаться. Собаку я брал, она и так была, ну, со сломанной психикой. Она за полгода тявкнула только 2 раза. Ну, лаяла она. И когда играла с другими собачками, ну, тоже пару раз визгнула. А так все молчала. Боялась мух, пролетающих воробьев, ну, сломанной психики собаки. И вот такие вот, в общем, благотворители, волонтеры, даже я бы сказал, что они. Я прихожу, они там, вот ты не кормишь собаку, посадил ее в подвал, бьешь, мы забираем у тебя собаку. Ты не даешь ей воды. И воды вот мне, что они увидели, может, там под лестницей пустая это. Ну, там рядом в траве емкость такая литров на 50 полной воды. Я такой подскакиваю к этой емкости и брызнул водой вот на этих, позволение сказать, волонтеров. Ну, чтобы у них зенки-то раскрылись, и они увидели, что вода у собаки есть. А миска пустая с едой в 12 дня не должна быть. Это, ну, я так подумал, это в Ухте. Там вы, наверное, держите вот эту полную кастрюлю с едой 24 часа в сутки. У нас население так. Собаку я кормлю 2 раза в день. Утром рано и вечером поздно. А потом ее сажаю в вот это помещение, потому что у нас зверствуют волки и медведи. Летом беда от медведей. А осенью вот, ну, где-то числа 6 сентября у нас уже приходили волки, ну, один, и пытался у знакомых съесть вот эту собаку, кобеля. Схватил его, но кобель-то тоже здоровый. Хорошо хозяин услышал и отбил, ну, собаку свою. Так вот, мы сажаем, всякие вольеры делают. Это раньше мы жили так, на цепь посадишь, и она бегает там. Будка у нее сейчас нет. Все
прячут собак на ночь. В вольеры, в клетки всякие. Ну, в подвалы никто не сажает. Я не знаю, почему женщина придумала вот этот подвал. Так вот. А тут я залез и увидел этот фонд. А гляжу, у них беда. Вот видите, добрый город, благотворительный фонд. В приюте закончилась крупа. Это они пишут. 900 килограмм 1 сентября купили, а через 24 дня осталось 40 килограмм. Представляете? Мешок остался. 40 килограмм в день уходит. Долго ли протянут? Вот эти собаки, 300 штук. Вот этих собак голодных. Я сразу проникся, хоть они мне и враги в этом фонде, быстро сделал через телефон перевод. Ну, знаете, перевод там, номер, к номеру карточка привязана, потом зашел в Сбербанк онлайн, там еще сделал перевод. А потом думаю, нет, мои деньги вот этим пенсионерские не помогут, надо подключать кого-то. Захожу на сайт госуслуг и прокуратуру. У прокурора уже больше возможностей помочь вот этим фондам всяким. Ну, создали фонд, но не получилось у них. Вот эти менеджеры эффективные. Надо как что-то делать. В общем, ждем. Ждем. А другой фонд, Сосногорский. Ну, я же в Сосногорске брал собаку свою чуть. Быстро такую клеветническую статью на меня написал и разместил ВКонтакте. Как набежала вот эта зоошиза. И всяко раз на меня. Такие слова я не могу тут повторять в этом. Ну, сам козел там, вот это можно, да? А так, и чтоб выросло у меня что-то там на голове. Я ей говорю, перестаньте. Они не перестают. Тогда я обратился к участковому, сделал скриншоты с этих вот выступлений на сайте. И вы представляете, опять уже знают, что заявление находится в ОВД, и все равно продолжают. Вот эти зоошизики. Ну вот, получается, два дела сделали мы. Помогаем Ухтинскому фонду, ситуацию эту разрешить. Вот с этим приютом. С голодными собаками. 300 штук. Я просто не представляю, сколько их там. И Сосногорскому фонду тоже надо помочь как-то. Вот к фонду и привлечь к ответственности владельцев вот этой страницы ВКонтакте. Сосногорского фонда «Дорога домой» называется. Да. Они очень, очень тяжело до них доходит, что они совершают преступление. Все.